Всем доброго утра, друзья! Начинается третий день нашей рыбалки. А для вас это третья часть нашего фильма. Ночь прошла, можно сказать, отлично. Затопили печку, закидали сырыми дровами, легли спать и даже ночью не подкидывали, так что она топилась у нас, шаялась, было тепло, относительно комфортно, но в принципе не замерзли. Тепло же было. Нормально, да? Нормально. Что самое интересное, друзья, на улице у нас сегодня изменения. Снег все-таки, слава тебе Господи, прекратился. Так, чуть-чуть с конца. Ну, это, можно сказать, уже не снег после вчерашнего. И самое главное, минус. Появился минус 11 градусов. Это очень хорошо. Это значит, повысилось давление. И сегодня есть надежда на клев. Так что сегодняшний день у нас начинается завтрака. У нас, как всегда, на завтрак яичница. Чаек, кофеек, завтрак и на речку. Сегодня у нас день выезда, так что сейчас позавтракаем, быстренько соберемся, чтобы потом вечерком только после рыбалки приехать, забрать все и ехать домой. Так что наш поход заканчивается. Этого работягу больше не увидите. Долго не увидите. Месяц. Месяц. Санька поедет работать. Но у нас запланировано еще поездка. Сейчас мы это все дело дома переработаем, смонтируем, отдохнем дня 3-4 и со свежими силами опять на речку. Так что новое путешествие не за горами. Ну а пока продолжается еще старое. Если уж сегодня клевать не будет, я просто не знаю уже, как с этой рыбой быть. Будет. Я думаю, что будет. Так вот. Встречаемся на реке. Вот мы и на реке, и сегодня мы решили немного изменить наши традиции. Саня пошел уже буриться. Сразу же лед замерз, буквально сантиметр, наверное, вчерашней лунки. Мы не стали пробовать там, возле землянки недалеко, не стали идти по лункам, а сразу приехали на этот длинный плес 57-60 лунок, на котором мы вчера вечером пробурили. Вчера мы не увидели здесь ни одной поклевки и решили, что если мы будем опять как бы идти оттуда сюда, опять день закончится и мы опять придем сюда вечером. И решили с самого утра приехать на этот плес и начать рыбалку именно с этого плеса. Рыба здесь должна быть, я просто не верю, что здесь нет рыбы. Сегодня подморозило, по всем признакам должны быть поклевки. Что покажет практика, сейчас мы это увидим. Так, ну что, первая лунка. Пусто. Опять же, у меня снизу висит нимфа, ой, сверху нимфа зеленая, желто-зеленая такая, а снизу вишня с подсадкой опарыша. Че, Саня, как, клевала, нет? Нет еще. Не клевала. Но если что, свистни. Так, ну что. Молниеносных поклевок не последовало. Неужели это будет так же, как все и вчера? И как позавчера? Вчера вообще первая поклевка, наверное, к обеду уже была.
Но сегодня уже должны они в себя прийти-то. Ладно. Пока не получилось ничего. Выключаемся, так что и ждем первых поклевок. Если что, конечно же, будет включение. Сегодня надо камеру беречь, потому что сегодня морозец. Аккумулятор сядет быстро. Леска намерзает сразу же. Хорошо, хоть этого снегопада нет, что 2 дня продолжался этой сырости. Хоть немного подсохли. Тишина пока тишина. Опять же, пока тишина. Ну вот. Ладно. И результат. Вон, прошли, правда, уже лунок около 15-20. И вот первый красавец. Взял на вишню. И взял очень... Он чуть-чуть бы и сорвался, вообще еле висел. Еле-еле. Вот такая вот мормышечка у меня с подсадкой опарыша. Есть первый хорезок. Это значит, что вчера она просто не клевала. Вчера прошли, здесь ни одной поклевки вечером не было. Сейчас клюнула. Вот Аня говорит, тоже клюнула, только укололась. Да? Была поклевка. Так что все. Рыбачим. Настроение уже на высоте. И это здорово. Сейчас я поправлю все это. Камеру на голову. Ветра нету. Сырости нету. Легкий морозец. Самое то для рыбалки. Пусть лучше будет так, чем плюсовая температура и со снегом, блин. Или как вчера, -1, наверное, был. Или сколько примерно, я не знаю. Но снег целый день валил. Вот подошел к этой лунке, только закинул, бам, сразу удар. Получается, сегодня у них аппетит есть. Остается только найти, где он пасется, и все будет хорошо. Все будет хорошо. Долго не задерживаемся, сразу. Первым делом я люблю пробежаться по лункам, посмотреть, что и как. А потом уже более тщательное исследование с разными удочками и все такое. Потому что когда он хорошо берет, ему пофиг, какая мормышка, какая блесна, какая нимфа, он хапает все. Даже и без насадки опарыша. Но такое бывает очень редко. Но бывает. Где-то здесь должен обитать еще январский монстр, который ушел с Ромкой рыбачили, который не влез в лунку. Если он никуда не убежал, если его не поймали, он где-то здесь. Вес там чувствовался около килограммовика точно. Время уже 20 минут 11. А у нас в улове так есть один хариус. Вот он. Один единственный. Что только я не делал. Поменял уже кучу мормышек. Пробовал все свои снасти. Ни одной поклевки. Пару раз вот так тык-тык было и все. Несмотря на то, что погода наладилась, даже вон появляется изредка солнышко. Изумительно погода, прохладно, где-то -5, -6, наверное, судя по тому, как лед на лунках примерзает. Санька ушел подальше буриться. Я все пытался на этих лунках. Пробурил вот сюда еще ниже, где-то, наверное, с десяток, наверное, 30, ну да, штук 12, наверное, лунок. Тоже пробовал. Бесполезно. Не клюет, не клюет. И попробуем съездить подальше. Съездить в другие места, если получится. Если перекаты не открыты, попробуем поменять места. Может, там голодный хариус. Я не знаю. Здесь обычно мы ловили. Ловили неплохо. Не знаю, что с рыбой, что с погодой, что с клевом. Поехали в другие места. Сейчас возьму пару удочек отсюда. Остальные оставлю и поеду догонять Сашку. Так, поднял 2 удочки, нам хватит пока.
Поехали. Смотрите, сколько здесь я лунок уже пробурил. Каждые 5 метров лунка. Больше 60 лунок. Так, мы здесь проедем, не проедем. Пробуем проехать. А это уже Санька бурился, шел. По идее перекаты, все было открыто, я не знаю теперь, есть лед, нету, вон дырки есть. О, Санька уже топтал далеко. Если Санек не провалился, значит и мы не провалимся. Туда. Это он ушел. Офигеть. Вот это он стартанул. Вот это Санька стартанул. Я думал, куда ты, думаю, еду, нет и нет. Ну что? Даже поклёвки. Офигеть. Там пару раз тикало, я все перепробовал, все снасти тоже нифига. Фигня какая-то, блин. Лед сухой везде, да? Сырой был? Да, это сверху? Да. Везде сухо. А тонкий, толстый? Толстый. Везде? Перекаты, смотрю, все закрыты. Да. А тут было в январе не проехать, вот такой тоненький лед. Мы с Ромкой тюкали, вот так вот ехали, еще выдра везде ползала, блин. А сейчас все намерзло, получается. Ты дальше поедем? Садись. А? Глубина хорошая ведь. Да все хорошее, походу еще не очухалась рыба, блин. Там поклевки были, показывает рыба, что есть, а ни хрена не клюет, блин. Я там тоже побурил немного. Короче, попробуем поехать до тех ямок на поворотах, да, съездим, наверное. Ну, посмотрим, сейчас, по пути определимся, что и где нам рыбачить, где Хариуса искать. Как клюнет, покажем. Поехали. Пока выключаемся, рекламная пауза. Так, друзья, остановиться, чтобы вам показать. Вот мы едем по реке и уже, наверное, на протяжении метров 200, наверное, да, уже. Вот такие вот дырки, отверстия. Лунки, ну как сказать правильно,
Это проделки выдры. Вот она здесь ходит. И возле каждой такой лунки, вон, кровь. Это еще мало, а на некоторых вообще крови дофига и больше. Это она жрет рыбу. Ловит рыбу и ест хариуса. Рыба, значит, есть. Но вот она. Поела. И сразу же высрала, можно сказать. Блин. Поела и села. Вот это следы выдры. Свежаком. Сегодня был снегопад. Вот. Вот, смотрите. Через каждое получается 20 метров вот отверстие. Она в сугробе там ходит, получается. Вон. И везде, слева, справа, вот вокруг, везде вот такие вот отверстия. Вот она, получается, вот здесь ходит, ходы у нее тут. И везде кровь. Я думаю, засниму на обратном пути, потом вдруг по темноте будем возвращаться. Может, что, решил остановиться, показать. Вот это вот вредитель, так вредитель. Он жрет все подряд. Вон. Где есть выдра, рыбы там не будет. Так что едем туда, где нет выдры. Вперед. Сейчас попробую показать вам. Может быть, еще там найдем пару таких дырок. Вот. Вот она прошлась, видать, с утра пораньше. Потому что с утра снега не было, а это, вот, заяц пробежал. А это она сегодня днем уже ходила. Так. Надо как-то пролезть здесь. О, дерево упало, надо будет пропилить его. Вот она, это коза дереза. Так проедем. Попробуем так проехать. Вон она. Бороздила свежаком. Пошла и нырк. Он нырнула туда. Где-нибудь там опять вынырнет. Она под водой ходит. Шустрее рыб плавает. Вот если бы, конечно, она попала, так вот скажем, уничтожил бы без зазрения совести, спас бы тысячи рыб бы спас. Этих тварей надо, что Бобров, они речку полностью засоряют, делают плотины, завалы, что вот эту выдру. Бобры, выдра, где живут, рыбы там не будет. Так, у нас опять дерево лежит. Получится объехать, не получится. Попробуем вот здесь вот объехать. По краям-то объезжать тоже страшновато, там может быть открыто. И вообще вот по идее вот так вот ехать без проверки нежелательно. Ну так как на прошлой рыбалке шел дождь, сверху корка наста есть, снегоход едет хорошо по верху. Вот она опять вот вышла, вон как на лыжах каталась, видишь, на брюхе прямо скатывалась вон, коза, блин, и ушла туда. Видать, речка делает поворот, и она туда пошла. Вон старые следы. Она здесь живет, получается. Без 15:12. Не прошло и полгода, как у нас с раннего утра вторая поклевка. Вот он. Все-таки мы нашли. Проехали, чтобы не соврать, километров 5. Так, около 8 километров, наверное, примерно. Останавливаюсь, в принципе, в тех местах, где раньше клевало, то есть в перспективных местах, где раньше я ловил, как бы запоминая места. Там по 4-5 сильно не задерживались, просто пробовали. Везде тишина была. Мы с Саньком уж подумали, хрен знает, или вообще не клюет, или рыбы вообще нет. Все-таки вот нашли, я не знаю, это был одиночка
или будет какое-то продолжение, я не знаю. Клюнул на нимфу. В принципе, клюнул бодренько сразу. Так же, как и с утра. Один клюнул, мы-то думали, все, погода наладилась. Сейчас пойдет клев. И все, на этом все остановилось. Вот сколько мы, часов 4, наверное, уже на реке. За 4 часа вот вторая рыба только. На улице, кстати, немного опять потеплело, затянуло, все, уже шел снег одно время. Единственный плюс сегодня, это то, что сухо на реке. Вот тот дождь, что был неделю назад, когда я здесь был на рыбалке, намочил всю реку, получается, она вся пропиталась. И теперь выпал вот верхний снежок, и буквально он сколько, сантиметров 15-20, наверное, вот он лежит, а под ним наст. Под настом слой, ну так, где-то, наверное, сантиметров 5 льда, потом опять вода, потом, короче, трехслойный лед. Лед глубокий, но очень рыхлый. В принципе, бурить не тяжело. Но, я говорю, один плюс, только что ездим вот по сухому, и снегоход вообще не тает, вон. Идеальный след остается. Сухо, на реке сухо. Такое редко бывает на лесной речке, что обычно ездишь по воде. Вот в прошлый раз галимая вода была неделю назад. Меняется каждый раз. Сейчас вот снег выпадет, если толстым слоем, оно опять надавит на лед. И опять выступит наледь, и лед будет еще толще, получается. А здесь что, Сань, зацеп, да? Я за лед цепляю. А, За лед зацепился просто. понятно. Все, это была случайная поклевка, видать. Так что лучше выключаемся. Решили остановиться, думаем, если уж все-таки одного поймали, немного обуримся здесь, лунок 10. А до этого решили вот перекусить немного. Сегодня у нас скромный перекус. Чай, булочки и остатки мясного тортика по кусочку. Просто так, перекус. Без рыбацкого напитка сегодня, потому что вечерком садиться за руль. Скромненько так. Как вкусно? Очень вкусно, да? Я тоже так считаю. Так что с чаепитием вас, друзья. Нас и вас. Вкусно. Я просто в шоке. Просто в шоке. Речка вообще не обловлена. Если там лунки были в начале, где мы ловили, то здесь, вот где мы едем, целяк галимый. То есть за всю зиму здесь не было ни одного следа. За всю зиму река никто здесь не ловил. Потому что река, скорее всего, была сырая. Только сейчас вот можно, потому что нас замерз, можно проехать перекат и все такое. Практически мы, получается, первыми едем, первыми бурим. То, что здесь обловлено, уже речи быть не может. Здесь никто не ловил. Почему не клюет, я не знаю. Рыба есть, потому что нет-нет, даже где там вот мы тын-тын показывает. Вот такого, чтобы вот бам-бам, пока нет. Хотя вот один из толпы какой-то выскочит вот такой, голодный. И клюнет. Ну ладно. Будем искать, может найдем Кедр стайку засними голодных. могучий. А? Кедр могучий засними. А, вот кедр могучий. Здоровенный кедр. Вот он, вот он, вот он, вот он какой. Сколько Да, метров-то? Наверное, с пятиэтажный дом-то по-любому, да? Угу. Здоровенный кедр. Деревья опять все белые. Опять все заснеженные. Это маленький кедрик. Прошлый год на этом месте лежала туша лося. Сейчас ставлю кадры с прошлогодней видеозаписи. Волки задрали лося
И он прямо здесь, получается, вот он где-то вот в этом месте лежал. Всю зиму он вмерз в лед, получается. И они всю зиму грызли со льдом вот это. Он так в яме уже был. От него остались уже рожки до ножки, когда я, конечно, его заметил. Шкура там, все такое. Но первый раз, когда мы видели, еще кости были. А потом и они кости съели. Тут все исхожено было волками. 7-8 волчьих следов по всей реке. Вот они ходили и все вот кучковались возле этой туши. Что здесь произошло, я не знаю. Но факт то, что это то, что осталось от лося. Это все то, Он во льду мерз. Вон тут еще получается он мясо, да? Он это все мясо просто. А мы-то думаем, откуда здесь столько следов-то волчьих. Они вон, оказывается, где пиршество у них, оказывается, было. вам обещали, мы вам не показали. Вон это кусок желудка, походу. Желудок, да. Это желудок. Оторвали его хорошо. Лосик молодой. Судя по костям, вот эта нога. Получается, вон кость. Она не такая и толстая. Еще, видно, не крупный лось был. Ну, да. Или волки его задрали. Или это подранок от горе-охотников, которые не добирают подранков, потом они где-то слабнут, слабеют и становятся добычей волков, да. Но природа есть природа, как говорится, все ушло в дело. И волки сыты, и лосик цел не остался, и вороны тут пировали, вон. Все истоптано, все истоптано. Кстати, вот где-то здесь недалеко, чуть ниже вот, я находил рога у лося. Ага. Он скинул прямо на льду, кстати. Ты Вот смотри, тоже. какая волчья тропа. Ну да, вот они прямо просто-то вытропили. Вот это волки, волчья тропа. Они просто вот вытропили ее. И вот мы приехали, получается, километров 5-10. 10-15, может быть, от того места, где изначально на прошлой рыбалке мы видели волчьи следы. Вот, оказывается, в чем причина, откуда здесь столько волков. Оказывается, здесь халява. А халявы здесь еще, ой, как много во льду, походу, вон там внутри. Походу ее очень много во льду. Да, это сейчас все летом, говорю, весной все будет таять. Тут еще они набегут весной. Конечно, набегут. Тут если выпили, тут ее... Они его не всего сожрали. Они это весной будет все на черном оттаивать, это все отслаиваться будет. Так что они будут еще здесь пировать и пировать. А этот год ни одного волчьего следа пока я здесь вот поблизости не видел. Нет лося, нет волков. Ладно, все. Перекус. Едем дальше рыбачим. Не прошло и полгода. Наконец-то за целый день третья рыба. Время 14:42. И на этот раз отличился Санька. Ну-ка, покажи-ка. Первый сегодня. Вот такой вот хорюзец. И весь кровью, да, вот ходит. Да, кровь он с него льется. Аж, В жабере идет кровь. Это первый признак того, что давление, наверное, у рыбы или что там, не знаю. Хреново ему. Он все-таки клюнул. Очередное место, около сотни пробу... Какой сотни? Больше уже, наверное, 150 как минимум пробуренных лунок. Около 8 мест, наверное, 9. Катаемся по всей реке, проверяем. Нигде не поклевки. Даже перестал, вот тюк-тюк, вот так даже перестал. Не знаю, что здесь дальше будет. По крайней мере, первая лунка, а вторая лунка. Я там не проверял. Не проверял он еще. У меня вот первая лунка. Уже рыбка есть. Не знаю, что будет дальше. Но попробуем. Попробуем буриться. Может быть, что-нибудь к вечерку и получится. Времени осталось рыбачить нам часа 2 максимум, да? Ну да. Максимум 2 часа. У нас за целый день только 3 рыбки. Без 10 4. Без 10 4 потеряли почти час. Около часа где-то. Так обнадеживающе клюнул вот этот хариус. Но он, к сожалению, был один. Все, это был первый и последний. Как приехали, первая поклевка, первая рыба.
И вот. Ту-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду. Просто избурили всю ямку. Вон, выход с ямки. Все. Лунка на лунке. Все избурили. Больше поклевок мы не видели. Так что времени остается нам совсем мало. Остается около часа. Собираем, наверное, удочки и поедем в обратную сторону. И по пути, что успеем, пройдемся по лункам, да? Пробежимся. Может, что-нибудь к вечеру клюнет. Что здесь сидеть? Дальше мы точно не поедем. Вот это улов. Вот это я понимаю. 3 штуки за целый день. Антирекорд. Все. Собираем, сматываемся. И в сторону дома. На улице проясняется. Вон небо голубое. Тучки ушли. Вот эти свинцовые серые снежные тучи ушли в сторону. Чувствуется, что начало подмораживать. И это хорошо. Если подморозит, значит перекаты сильно быстро не откроются. И возможно мы еще сюда приедем. И найдем мы своего голодного хариуса, который будет кушать. Хариус есть, он просто не хочет есть. Да? Саша... Увы, я уже не попаду. Саша сказал. Все, поехали. Время уже без 10 минут, без 13:05. И дальше продолжать проверять я уже не вижу смысла. Короче, проверили на обратном пути все лунки, что мы бурили, что успели. Там еще впереди много как бы лунок, но ни одной поклевки не было. Вот весь улов, весь наш улов, весь наш улов. Раз, два и три. Мощный улов, супер улов. Три хариуса, да, за весь день. Первый день было 7, второй день было 8, сегодня 3. 18 штук. На прошлой рыбалке у меня, кстати, за первые 3 дня тоже было 18 штук. Так что больше не дает рыбный бог нам. Наливай ему, не наливай. Так что смысла наливать нету, да? Сань. Саня молчит. У Сани нет настроения. Все, закончен еще один день на рыбалке. Несмотря на не очень-то супер клев, нормально. Настроение бодренькое. Настроение, как бы сказать, небольшой спортивный интерес такой, что в следующий раз я все равно приеду и все равно попаду на хороший клев хариуса. Рано или поздно он заклюет. Ну а следующая рыбалка у нас не за горами. Немножко отдохнем, смонтируем. И уже скоро, на следующей неделе мы поедем. Куда-нибудь обязательно поедем. Может быть не сюда, может быть в другое место. Возможно, поедем на озеро. Так что до встречи, друзья, на следующей рыбалке. Поехали, красотка. Готов? Сейчас включим фару. И погнали.